4 региональные академии, мы все создавались примерно в один исторический период. То есть это 91 год. Мы тоже не так давно отметили свое 30-летие, юбилей. И по структуре, наверное, тоже есть очень много схожих, похожих моментов в части, например, как и Академия наук Республики Саха-Якутия, как Академия наук Чеченской Республики. Мы охватываем от технических наук до социогуманитарных. Есть направление агробиотехнологий, есть направление геологии Земли. В целом 6 отделений Академии наук Республики Башкортостан, которые занимаются всеми вопросами, связанными с научными задачами, преимущественно, конечно, Республики Башкортостан. То есть мы активно работаем и с правительством, и с администрацией главы, решая актуальные задачи. На сегодняшний день для Академии наук Республики Башкортостан одни из таких, так скажем, флагманов, наверное, или направлений, которым мы встраиваемся и решаем, помогаем решать, это, конечно, Евразийский НОЦ. Это научно-образовательный центр мирового уровня, который есть в Республике Башкортостан. Поэтому в этом направлении Академия наук, она всегда была на передовой, всегда была таким оплотом решения важных научных и технических задач республики, чем мы и занимаемся, продолжая эту работу. В Академии наук Республики Башкортостан также имеются и подведомственные организации научные, которые решают тоже разного рода задачи. На сегодняшний день это и Институт стратегических исследований республики, и Башкирская энциклопедия, Институт гербицидов, поэтому здесь охват от гуманитарной сферы до сельскохозяйственной. Также мы участвуем в тех проектах, которые реализуют университеты республики. На сегодняшний день мы имеем серьезные такие федеральные проекты, как «Приоритет», такие проекты, как передовые инженерные школы в республике, где, конечно, члены Академии наук также являются. Я бы хотел отметить, что несмотря на то, что основной целью, конечно, было это юбилейные мероприятия, связанные с Академией наук Чеченской Республики, но таким украшением, наверное, этих торжественных мероприятий стала международная конференция, где обсуждались вопросы широкого спектра. Это и вопросы, связанные с культурой, с языком, фольклор Чеченской Республики, но и также технические моменты. Это и математические проблемы, физики и так далее. Здесь вот я бы хотел отметить, что мы, наверное, все гости прочувствовали, насколько особое внимание уделяется Академии наук и главой республики в том числе. Я хочу в преддверии юбилейных мероприятий, и я надеюсь, что мы действительно таким же составом, все руководители региональных академий, соберемся в гостеприимной республике Саха-Якутия и будем чествовать Академию наук республики. И я бы хотел в преддверии этого юбилея пожелать коллегам, конечно, в первую очередь здоровья, творческого вдохновения, потому что ученый – это человек, который в том числе еще и без творчества невозможно создать какие-то законы, невозможно двинуть науку вперед, невозможно разработать интересные проекты, поэтому творческого вдохновения, всех благ, успехов, надеюсь встретиться на теплой якутской земле. Дорогие коллеги, вначале я хочу вас поздравить с юбилеем, 30-летним юбилеем создания Академии наук. И в самом деле создание этих академий, 4 в нашей России, было уже по прошествии такого времени очень оправданным шагом, поскольку все академии за эти годы добились хороших, я бы сказал, выдающихся успехов. Здесь я хочу сказать, что наша академия также была образована, чуть больше 30 лет, в сентябре 1991 года, указом президента. И фактически вся деятельность академии посвящена проблемам региона. Прежде всего, конечно, язык, идентификация народа. И мы в этом направлении создание энциклопедий, изучение татарского языка, филологии, археология, у нас несколько институтов, есть институт прикладных исследований, также есть работы, связанные с демографией. И за эти 30 лет мы в самом деле добились
я бы сказал, больших успехов. Выпустили многотомные истории татар, и многие энциклопедии у нас вышли, десятки. И, конечно, по языку у нас многотомное сочинение. Проводим много конференций, много, конечно, международных связей и с тюркскими академиями, и со всеми. И я думаю, вот мы все вместе постоянно встречаемся. С вашими президентами предыдущими я был очень хорошо знаком и с большим уважением относился и к Игорю Иннокентьевичу, и, конечно, Василию Васильевичу. И с теперешним мы президентом очень в хороших отношениях. Я от всей души желаю вам дальнейших успехов, совместной нам работы и всего хорошего. Спасибо вам большое. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно и даже символично нам в дни нашего юбилея нашей академии, дать интервью Братской академии наук из Якутии. Что касается Академии наук Чеченской Республики, эта организация была основана в 1992 году, в непростое для республики время. Но в основе своей первые 10 лет говорить о том, что мы делали какие-то серьезные скачки в этом направлении, конечно, было бы несостоятельно из-за того, что, как вы все знаете, это было трагическое время для чеченского народа. И, тем не менее, доброй волей Всевышнего Аллаха мы, наконец, в начале 2000-х годов, в самом начале, в 2002 году, эту проблему актуализировал первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, который считал, что без знания ни у одного народа нет будущего. Без науки ни у одного народа нет сколько-нибудь положительной перспективы. И вот, благодаря его заветам, наша академия стала возрождаться. Появились новые имена. Те наши ученые, которые уже успели прославить себя, такие как Хамзат Ибрагимов, такие как будущий президент Академии наук, мой предшественник Шахди Адич Гапуров, Абдулла Мухаммадович Бугаев, Дени Керим Султанович Батаев и многие-многие другие, и доктора наук, и наши академики стали вот тем связующим мостом времен, когда они, люди очень опытные, наши учителя и наставники, передали нам эту благородную эстафету. Сегодня Академию вот уже полгода возглавляю я, ваш покорный слуга. И главные приоритетные задачи Академии, они все-таки, скажем так, в гуманитарной стороне, в гуманитарной сфере. И особые у нас приоритеты в работе Института гуманитарных исследований. При этом у нас есть и Институт материаловедения, и институты, которые занимаются геофизикой, геодезией, вопросами сейсмологии, физико-математических исследований, химико-биологических исследований и так далее. Здесь, конечно, наиболее проблемный вопрос – это вопрос лабораторной и опытно-экспериментальной базы, которая у нас, к сожалению, не только слаба, но местами и отсутствует в целом ряде направлений. Но это дело перспективы, я надеюсь, что мы эти вопросы тоже решим. Особую благодарность я хочу выразить президенту Академии наук Якутии Леониду Николаевичу Владимирову, который с очень статусной высокой делегацией посетил нашу республику. Даю вам слово, что глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров особенно хотел встретиться с якутской делегацией, потому что ему было очень интересно поделиться опытом и чему-то научиться у наших коллег, которые, находясь на Дальнем Севере, находясь и при этом занимая 5-ю часть страны, прославили не только себя, свою республику, но и всю Россию на международной научной арене.
и мы это знаем, и нам очень интересно было с ними общаться и обогащаться тем опытом, который они приобрели. Рамзан Ахматович человек чрезвычайно занятой, и я не буду рассказывать, чем он в этот момент занимался. Он принимал военные делегации Министерства обороны. Зато я могу выполнить его волю. И эта почетная миссия состоит в том, чтобы нашим якутским, и не только якутским, всем нашим дорогим российским друзьям и согражданам передать от него огромные слова огромной благодарности, огромной признательности за то, что они, и вы в частности, дорогие наши якутские братья, оказали нам великую честь, посетив Чеченскую Республику и приняв очень деятельное и очень важное участие в работе международной конференции, которая была проведена сразу после торжественных мероприятий, посвященных 30-летию нашей Академии, ее юбилею в рамках объявленного главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым года чеченского языка. Огромное всем вам спасибо и низкий поклон.